Хадзе Шкарядали, Симфорцы, Артем. Ой, канал, хотели, чтобы что-нибудь сказали. Я хочу, Я хотел бы сначала начать со слов благодарности за то, что меня сюда пригласили, потому что для меня это важно. Кто-то за мной наблюдает, наверное, с самого начала. 4,5 года назад я начал свою блогерскую деятельность как независимый журналист, когда по приглашению моего лучшего друга, а точнее его мамы, ее, к сожалению, больше нет, это Таип Евлоевой, она пригласила в Карабулак, и я познакомился с вами, с вашей красивой, большой историей, несмотря на то, что вы маленький народ, и остался неравнодушен к тем событиям, которые произошли, можно сказать, уже 80 лет назад, это касаемо депортации, и Осетино-Ингушского конфликта. И, в принципе, можно сказать, я почувствовал, что такое быть ингушом, когда столкнулся со всей этой несправедливостью в 2021 году, когда меня таскали по Центру по борьбе с экстремизмом, по судам весь 2021 год. Спасибо Погоровым семье и Исею Юповичу Кадзоеву, дай бог ему здоровья, потому что они вас знают хорошо, знают, как у вас дела обстоят здесь, и, в общем, дали мне пару советов. Я послушался, и, можно сказать, меня пронесло. Судить меня хотели за то, что я назвал русских в титульной нации, ну, как главная нация, да, и выписали мне штраф за то, что я стал защищать ингушей. В одном из прямых эфиров, вы, наверное, его видели, там с Казахстаном было. В общем, осетин, который был со мной в эфире, он оскорблял всех ингушей. Я ему решил дать ответ. Ну и, соответственно, каков привет, таков ответ, я его тоже поставил на место. И Центр по борьбе с экстремизмом принял решение, что это принижение осетинской нации. При этом ингушей унижать ему было можно в этих эфирах, а мне в собственном эфире нельзя было его поставить на место. В итоге мне выписали штраф, но Бог судья, как говорится, я ничего противозаконного не сделал. Вот. Далее вы говорили про наркотики. Это очень серьезная тема. Буквально вчера я на нее дискутировал с вашими людьми. Меня удивляет тот факт, что ваши адвокаты, ингуши по своей национальности, зачем-то защищают наркоторговцев. Вот это большой вопрос. Зачем они это делают? Я им этот вопрос в лоб задавал. Я говорю, как ты можешь, даже по религии, я говорю, ты же мусульманин в первую очередь, потом ингуш, защищать наркоторговца, его надо посадить. Я говорю, потому что он травит молодежь. Это правда, это большая проблема в вашей республике. Дальше, есть такой депутат Северной Осетии, он сидит в Владикавказе, он на меня зуб точит также 4,5 года, как только я стал говорить, заявил о том, что нужно на Череменском посту поставить североосетинский ОМОН. То есть ингушей там не должно быть. И сразу хочу сказать, что вот я был в Грозном, возвращался по другой дороге, не по центральной, по трассе Кавказ, а там в объезд через Сунжу. И значит, да, значит там стоят чеченцы, дальше идет пост ингушский. Я спрашиваю у своего друга, а почему, говорю, тут ингуши не стоят? Там стоят русские. Ну окей, русские, да, ну это же Ингушетия. Там со стороны стоят чеченцы без русских, а здесь стоят русские без ингушей, получается. Это тоже несправедливо? Несправедливо. Дальше Черменский пост. Меня они там не понимают, я говорю, это как? Это то же самое, что, я не знаю, в мою квартиру чужака там завести, да, и вот он будет командовать в моей квартире, там, моей женой или еще что-то. То же самое, я говорю, как ингушам во двор можно поставить только осетинский ОМОН. Я говорю, должно быть тогда с двух сторон. Вот меня назвали провокатором, что я лезу не в свое дело. И я говорю, так я гражданин Российской Федерации, имею право говорить про Россию все, что хочу, вот, в законном ключе. Дальше, почему я про посты заговорил? Раз они установили посты, и там стоят вот ребята из Северной Осетии, как они пропускают этих наркоторговцев сюда? Как они пропускают наркотики в таком случае? Зачем эти посты, если они бесполезны абсолютно? Так же, как они пропустили всех этих бандитов, я знаю все ваши неприятности и трагедии, которые произошли касаемо терактов. Кто их пропустил сюда? Кто в этом виноват? Они там вас всех винят насчет Беслана. Я говорю, ингуши здесь ни при чем, у терроризма нет лица, нет национальности, говорю. И тот, кто это сделал, там вообще не были ни мусульмане, ни христиане, потому что к религии никакого отношения эти люди не имеют. И вот с этими наркотиками в последнее время, даже я был свидетелем, у вас в Карабулаке есть христианское кладбище. Я хотел его пойти снимать. Так как я был в кепке, меня не узнали из уголовного розыска ребята.
они были в простой одежде, ксиву мне показали. И тут рядом два парнишки, грязные, в спортивках, ну, ингуши спортивные вещи не носят. Я не мог понять, что такое. Но потом я кепку снял, говорю, мне Артем, Артем, да, говорит, у нас тут вот сейчас ловили, говорит, по кладбищу. Закладки делали на христианском кладбище в Карабулаке, поэтому, ну, вот, вам надо молодежи сказать, я не знаю, обращать на такие вещи внимание. Ребята из Казани, как они попали, по чьей инициативе раскладывают эту наркоту здесь, значит же кто-то их забирает. Школа номер 2, Карабулак, то же самое, это уже дети моего друга рассказали. Они говорят, там Артем около нашей школы, около школы, где дети учатся, тоже делают закладки, там есть кафе, где чабрик продают, тоже закладки раскладывают. Почему местная власть на это не обращает тоже внимания, я не знаю. И вот каждый раз, когда начинаешь про это говорить, там в народном собрании, кто-то меня поддерживает, кто-то говорит, что я опять лезу не в свое дело. Возможно, да. Вот я могу вас всех, здесь самые уважаемые люди собрались в Республике Ингушетия, да, спросить, могу ли я этим заниматься вопросом или нет. Потому что вот там пишут, что не все вы мной довольны, некоторые считают меня засланным казачком. В Турции ингуши и ичкерийцы, их так называемые, называют меня агентом влияния, что я работаю там в интересах службы безопасности. Но это такая ерунда, потому что ну, это невозможно было бы скрыть или спрятать и так далее. Я просто остался неравнодушен к вам. Вы маленький народ, вас там в России чуть больше 500 тысяч. И я заметил по истории, чем больше вас становится, да, у вас в приоритете семья на первом месте, тем больше у вас потом проблем. Тут же происходит депортация, первая, там, вторая, третья. Тут же какие-то проблемы, вы все, это правда, это история. Вот сегодня, благодаря интернету, мы про Палестину вот здесь говорили, да, если бы не интернет, мы бы с вами правду не знали. И Израиль был бы прав в этой ситуации. Например, в запрещенной сети Instagram я потерял страницу за то, что записал видео в поддержку Палестины. Это видео стали переводить на языки, то, что христианин, русский стал поддерживать Палестину, стали распространять. Там видео набрало больше 1 миллиона просмотров. А меня взяли, снесли страницу. Ну, то есть я поступил по соображению совести. Также это вас касается, да? Не потому что я там хочу что-то сделать или разжечь межнациональную рознь, как некоторые считают. Я хочу справедливости. Есть закон о реабилитации репрессированных народов. Раз. Есть статья 11 Конституции Республики Ингушетия. Два. И я гражданин Российской Федерации, я не так воспитан матерью, я не эгоист. Плюс моя семья тоже коснулась Казахстана, потому что бабушка была раскулачена из Рязани, там целая история, кто слушал, я рассказывал, да. Дедушка у меня немец, вот, тоже там оказался. И вот, наверное, Бог меня привел к вам, чтобы я понял, что такое геноцид, и понял, что такое проблема. Вот. Поэтому много раз мне пытались, можно я так грубо выражусь, заткнуть рот. Ну, прям прокуратура Северной Осетии работает, и меня печалит тот факт, что она работает не напрямую, меня туда вызывают, а через прокуратуру Республики Ингушетия, Центр по борьбе с экстремизмом Ингушетии. И я не буду называть фамилии представителей, ну вы сами знаете, кто эти люди там в Центре по борьбе. Там были, под моим делом стояли 2 ингушские фамилии. И таким способом они, я не знаю, то ли думали, что я испугаюсь, обижусь на вас, что вот как-то так, как нож в спину, да, тут говоришь, а они на меня завели несколько прям статей, так я от них отмахивался и увиливался. Первый раз в жизни у меня такое было. 4 там статьи, по-моему, было. Но в итоге штраф за оскорбление. Вот. И далее, вот чтобы этого не происходило, вот здесь все старшие собрались. Почему-то в Ингушетии, в отличие от Чечни и в Северной Осетии, нет своего независимого информационного центра, где должны быть вот такие же, как вот вы, да, образованные, должна быть молодежь. Потому что я знаю, если вы хотите вернуть пригородный район, это должны делать не вы, это должны делать ваши сыновья. Это должно сделать образованное молодое поколение. А осетины тоже этого не понимают. Я до них пытаюсь достучаться, до депутатов, что говорю, вы все передаете своим детям, наследство, эту проблему. Я говорю, и все равно этот вопрос будет решаться, потому что минус 19% населения от Северной Осетии. У них рождаемость упала на 19%. У вас все растет. Вы занимаете одну из лидирующих строчек по рождаемости из всех регионов.
Я говорю, ингушам где-то нужно жить. Они говорят, что Россия большая. Тебе же, говорит, все равно где жить? Я говорю, это мне, я не кавказец. Я говорю, а вам не все равно? Ингушам чужие земли не нужны. Я говорю, они хотят жить на своих. Многие, я был в Казахстане, вы это знаете, многие хотят вернуться, но хотят вернуться в пригородный район. Там закрытое село Терк. Вот все про него говорят, все хотят туда. Он говорит, мы не хотим там жить в Назране, мы не хотим жить в Магасе, мы хотим жить в пригородном районе, это наши земли. А почему вот власти Северной Осетии не пойти на уступки? Они меня все шарахаются. Был я в Москве, в Государственной Думе, хотел с ними пообщаться, нет, только депутаты Ингушетии. Все остальные меня огибали. Не хотят, на камеру вообще не хотят говорить. Он говорит, давай за кадром. Я говорю, какой мне смысл? Я говорю, за кадром вы можете наговорить все, что угодно. Потом мне люди не поверят. Я говорю, говорите на камеру, если вы уверены в своих словах, действиях и так далее. И потом будем работать. Поэтому здесь, в этом плане, я с вами солидарен. Я вижу, как вам сложно. Вот, послушал я то, что вы хотите выборы, да? Народ голосовал. Прямые выборы. Это правильное решение. Но видите, как к вам отнеслись? Совет тейпов считается некой такой организацией, которая слова не имеет. В смысле, тут все собрались главные лица от каждой своей семьи, да, своей фамилии, тейпа. Я знаю, что это многовековая структура. Я считаю, что вот у вас должно быть право голоса для того, чтобы выбрать себе главу республики. Я к Калиматову стучался, но его администраторша, там какая-то девушка, когда услышала мое имя, бросила трубку. Я думал, что связь сорвалась. Здесь же всякое бывает. Я попросил своего друга позвонить. Точно так же. Значит, трубку она не бросила, она общалась с ним. А как только слышит Артем Платов, все. То есть со мной не хотят подпускать, потому что я же приду туда вот, с бумагами и буду рассказывать о ваших проблемах. Потому что мне кажется, что его заводят в заблуждение, не рассказывают о ваших проблемах. Карабулак, Плиева, вот Плиева, пожалуйста. Нет здесь воды, это проблема. Свет как попало, вот он тусклый. Это тоже неправильно. Я об этом буду говорить, конечно, они меня будут слушать. Ну, вот, я стою, смотрю, много несправедливости. Вот. Слушаю вас, и я даже не знаю, как помочь. Я знаю, что они меня слушают. Вот. Я знаю, что они действуют потом. Вот. Карабулаке пару раз нажаловался. Теперь, ну, почему-то какое-то странное совпадение, когда я приезжаю, вода работает. Стоит мне только уехать, воду отключают. Я держу контакт с администрацией Карабулака, но также нельзя. Я говорю, вы в смысле? Ну, я уже устаю звонить в прокуратуру и говорю, что сейчас камеры просто приедут, и мы будем снимать, как работает водоканал, как работает Ингушэнерго и так далее. В чем дело? Почему, говорю, такое распределение? Почему у одних есть? Я говорю, там русские, наверное, живут в Магасе, поэтому там все стабильно работает. А в Карабулаке русских очень мало. Я говорю, ну так ведь не должно быть. Что еще добавить? Я хочу справедливости для вашей республики. Хочу, чтобы у вас среди молодежи появлялись журналисты, независимые блогеры. Это важно. Вы должны понять. Многие считают, что это неприлично, я знаю здесь, ну как неприлично, ну не престижно вот так, работать журналистом среди... Нет, это будущее. Вот у вас в Магасе будет открываться центр, там что-то делает, по-моему, Михаил Сафарбекович Гуцерий. Вам вот нужно собрать умную молодежь, чтобы они вот катались по республике и собирали всю информацию, и распространяли, вот, пожалуйста, в любых пабликах, YouTube, Нельзяграм, вот, я не знаю, Телеграм-канал, чтобы вы были в курсе, вы же не можете все охватить, а молодежь может. Если я один успеваю за день объехать всю республику вдоль и поперек и собрать информацию. Все, вот сегодня я с вами пообщаюсь, я уже что-то узнаю, уже расскажу. Только это должен делать не я, это должны делать представители вашего народа, молодое поколение. Это важно сегодня. Вот. Многие не понимают, меня критикуют, что это не нужно. В Чечне так, в Северной Осетии так, и я это знаю. Поэтому, как только что-то там случается, они тут же уже бьют в колокола. В Ингушетии что-то, ничего не происходит. Потому что либо вам слова не дают сказать, вот я вижу, да, меня за это раскритиковали в той же Чеченской Республике, за то, что я говорю про политзаключенных. Теперь я понимаю, кто это сделал окончательно. Вот. Пока я ездил на разборки, меня, как можно сказать, стрелку мне там забили, да, так, чисто по-русски. Они думали, я испугаюсь, не поеду. Я поехал один. А их было очень много там. Мы встретились около площади Ахмата Кадырова, в самом центре, там, где мечеть. И вот один из вопросов это были дзурдзуки, потому что я говорю, что это ингуши, да.
им это не понравилось, они считают, что это чеченцы. И второй вопрос — это политзаключенные, что зачем я про это говорю, они сами виноваты. Я говорю, за что они виноваты? Я говорю, я общаюсь с адвокатами. Я посмотрел все видеозаписи, всю хронику. Ни разу ни от одного политзаключенного я ничего не услышал в сторону плохого России. Я говорю, если бы что-то они бы сказали плохо, я бы к этому отнесся тоже, стороной бы обошел. Я говорю, они за Россию, они проявили свой патриотизм, они стояли на площади со своим народом, камнями не бросали, стульями не бросали, с оружием, саблями, кинжалами не пришли. Женщину посадили, на тот момент девушку, да, сегодня она замужем, Зарифу Саутиеву. Я говорю, это же унижение для всего народа. Я говорю, как вы, братья по религии, и в целом то, что вы пережили депортацию, поддерживаете весь этот кошмар. Он говорит, не лезь, они виноваты, пусть сидят. То есть все. И они говорят, они не думали, что я это услышу, и замолчу. Я уехал из Чечни. И, значит, где-то через неделю я заговорил в одном из прямых эфиров про опять политзаключенных, что свободу и так далее. Они мне пишут уже в телеграм-канал с угрозами. Ты что, нас не понял? Он говорит, больше, говорит, не приезжай сюда. Я специально поехал туда, снимался, что я там на новогодней ярмарке хожу, елки снимаю, потому что в тот раз они меня даже, как знаете, как волки какие-то. По камере я смотрю, как за мной вот эти лица отслеживали. Меня, друга и так далее. И искали момент, как бы, чтобы от людей там отвести. А я-то и ждал, когда они придут. Они уже были все там. Просто не в разноброс, по всей площади были. Да, и они этого не понимают. Дальше им не нравится, что я подружился с семьей Погоровых, да, с Сиражудином Погоровым, дай Бог ему здоровья. Просто я от таких людей узнаю вашу историю. Они видели все и знают больше нас всех вместе взятых, да, Козоев, Иса Юпович, Погоров, Сиражудин. Им это не нравится. А я просто до конца не знал, я недавно увидел кадры, как Кадыров приезжал к Сиражудину. И что здесь у вас было в Карабулаке? Сколько людей, там больше 30 тысяч человек как собралось. И они думают, что там как-то вы меня пытаетесь либо использовать как-то в каких-то своих целях. Я говорю, слушайте, никто меня не использует, просто нужно сделать так. Я говорю, вы можете повлиять. Я-то понимаю, чьи-то люди были там, в Чечне, в Грозном. Я говорю, вам нужно повлиять, чтобы освободить ваших братьев по религии. Я говорю, освободите стариков. Он говорит, не стыдно вот так вот? Вот, пока не слышат. Ну и плюс, когда начинаешь говорить про историю, там, Дзурдзуки и так далее, им это не нравится, они считают, что вы к этому никакого отношения не имеете. Хотя из официальных источников я ничего лишнего не говорю. Это статья 29, могут судить. Они по-другому думают. То есть они хотят меня убрать, хотя я не депутат, я не представитель, я не ингуш по своей национальности. Они запускают про меня вот те же слухи, так чтобы вы знали, что я незаконно рожденный сын ингуша. И да, там, я не знаю, Ахмед Паланкоев мое настоящее имя. Вот. Почему Ахмед, почему Паланкоев, не знаю, с чем это связано. То Гуцериеву меня приписывают, потому что там, когда я в Москве работал, тоже он с музыкой же связан, я тоже раньше был с этим связан. Хотя я его ни разу в жизни не видел. То есть зачем сплетничать, слухи распространять. То есть они делают все возможное, чтобы сплетни вот другая республика запускает, чтобы вы от меня отвернулись и мне не разрешили. Они потому что знают, я говорю, я прекращу говорить, пока вот вы все не скажете, хватит, мы не хотим, чтобы ты про нас там говорил. Вот. Я не буду тогда этого делать. Буду снимать про цветочек, как говорится. А серьезные вещи не буду поднимать. Вот как-то так, поэтому я думаю, что справедливость все равно восторжествует, и почему-то у меня цифра 2025 год, не знаю, можете зафиксировать. Будут большие перемены, потому что Путин впервые заговорил о репрессированных народах. Такого не было. Вот, я не помню, чтобы это было. То есть он, до него уже доходит, что нужно что-то делать. Я просто многое знаю, многое не могу сейчас сказать. Вот. Тут дело уже политики, и Путин не один. Там есть одна маленькая причинка. Ну, наверное, не маленькая, а большая в его жизни. Почему? Ты не отчаивайся. Старшее поколение, мы, старшее поколение, мы тебя поддерживаем, мы тебя...
будем поддерживать и в дальнейшем руки не опускать, занимаясь. Нет, можно я так скажу? Я молодой, как говорится, и это вам нужно не отчаиваться. Потому что я иногда вижу, как вот у старших, особенно у стариков старше 80 лет в гостях, как не горят глаза. А когда начинаешь говорить, что все будет, и видят такие, как я, людей, да, которым не все равно. Потому что многие, действительно, я не обижаюсь на это. Может быть, кто-то до сих пор в этом зале сейчас считает, что я засланный казачок здесь пришел, чтобы вас тут... Но в 2019 году мне такое писали и говорили, что увидите, как ваш Плата сбежит из России, как только случится какая-то беда здесь. Я говорю, ну посмотрим, время покажет. Никто же не знал, что начнется специальная военная операция. При этом я в 2019 году был на Украине, и меня внесли в список экстремистский миротворец за то, что я призывал прекратить стрельбу по Донбассу и убивать детей и мирное население. Им это не понравилось, они меня туда занесли. Далее, началась спецоперация, я никуда не уехал, у меня родственники в Германии живут. Я же мог уехать. У меня полно подписчиков. Ингуши во Франции живут, ингуши в Турции живут, ингуши в Казахстане. То есть все меня звали, ты говоришь, что с ума сошел? А если тебя, говорит, заберут сейчас на фронт? Я говорю, если заберут, судьба у меня такая. Я говорю, от смерти не убежишь. Я говорю, от судьбы, это я у вас научился. На все воля Бога, как вы говорите. И потом вот эта частичная мобилизация. Я вот здесь на границе находился, я снимал эти самокаты и велосипеды, как там ваши соседи бежали. Ингушей, кстати, не пропустили. Вот вы здесь заговорили про то, что в Тбилиси был открыт культурный центр ингушей. Вы знаете, как туда Кадзоев, Иса Аюпович, с трудом попал? Его задержали. В 201-м, по-моему, кабинете там допрашивали старика. Ну, это же ненормально. Поэтому об этом умалчивали. И меня попросили, не говори. Я говорю, как не говорить? Я говорю, это же неправильно. Я говорю, вы вроде братские народы, относитесь с уважением. Я был в Грузии и у бацбийцев, кто смотрел ролик из вас, наверное, знает. Да, вот. Они, кстати, считают, вот из-за этого я тоже немножечко пострадал. Чеченцы считают, что они их, но сами бацбийцы мне сказали, что нам ближе ингуши. И большинство из них до вот этих конфликтов, да, политических с Грузией, они жили и работали, ну, здесь, Назрань, Карабулак. Вот. Поэтому вот так вот. Самое главное, повторюсь, вам нужно не опускать руки, и молодежи тоже. Справедливость восторжествует, я это знаю, и совсем скоро что-то нужно будет делать. Уже так не получится, как в 1944-м, 1992 году. Вот у меня скоро выйдет небольшой фильм. В мои руки попали кадры хроники 1992 года. Потому что меня обвиняют, что вы меня подговорили про осетино-ингушский конфликт и даете мне дезинформацию, которую распространяют. То есть я получил документы из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и у меня есть теперь хроника. И они сами напросились, то есть я мог этого не делать. Я не знаю, что они там насчет меня предпримут. Вот. Но думаю, благодаря опять интернету вряд ли они там как Полиничка или еще что-то сделают. Но я туда стараюсь не заглядывать. Они угрожают, следят за мной, за каждым шагом. Но люди должны знать правду. Меня сейчас смотрят многие народы. Не только ингуши. Их это печалит вот, в последнее время. Но люди должны знать правду. Вот и все. Я за правду. Все. То есть у меня нет каких-то, да, таких целей. Дать, что вы не засланный казачок, а Ахмед Полынкоев. Ну, еще хочу добавить, я не знаю, как вы относитесь, есть такой блогер Абу Кавказ, такой парень, Аушев у него фамилия. Да, и вот он тоже меня назвал агентом влияния, но при этом он говорит, я его никогда не смотрю. А сам, после того, как я заявил, что у всех вас будут проблемы, как только закончится спецоперация, что вы выступали против России и хотели, чтобы Ингушетия вышла из состава, он открестился теперь и говорит, что никакого отношения к национальному, вот этому комитету экстремистскому не имеет. Типа, это все ерунда, там уже ничего не получится и так далее. Ну и плюс показали они себя, когда в Палестине начались вот эти трагичные события. Никто из них ничего не сказал. А более того, те чечкирийцы, которые против меня, они еще Израиль поддержали. То есть, вот делайте вывод сами, понимаете? Я не мусульманин, я христианин по своей религии, но то, что я увидел, это лицемерие. То есть они хотят, чтобы тут на Кавказе, то есть вы должны тоже понимать, мне иногда обидно становится, когда говорят, вот русские в этом виноваты, русские в том виноваты. Вот я как представитель своего народа, русские в России ничем не управляют. Да, начнем с этого. Салам алейкум.
Молдер, Эхова. Ну, сегодня у нас в гостях Артем Плата. Мы его сейчас слушали. Очень хорошее выступление, Артем. Большое спасибо. Основные проблемы, которые волнуют ингушский народ, волнуют Совет Тейпов Республики Ингушетия, вы подняли. Это действительно так. Хотел один момент там небольшой уточняющий сказать. Вот мы зачитывали ответы, которые к нам пришли. Я так понял, от председателя правительства, да, нашей республики. Вот, где нас пытаются выдать за другую общественную организацию. Ранее у нас была Совет ингушского народа, общественная организация. Это было юридическое лицо со своим уставом, своих учредителей и так далее. После, по инициативе Минюста, ну, наверное, люди стояли за этим повыше, вот, правдами, неправдами эту организацию пытались ликвидировать. Конечно, в итоге ликвидировали. И на периоде ликвидации, в тот период, активисты решили создать новое общественное движение без образования юридического лица. То было юридическим лицом, а сейчас и создали Совет Тейпов Республики Ингушетия. Это совершенно другая организация, со своим уставом, с другими учредителями, вот, с другим статусом. Вот. Но многие представители власти, там, чиновников, органов пытаются эти две организации показать якобы как бы это одна. Никаких доказательств этого нету и не может быть, потому что наша деятельность, нашего Совета Тейпов Республики Ингушетия, она организована в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия и законом об общественных объединениях. Вот. Все эти моменты прекрасно власти знают. Вот. Но время от времени вот пытаются ввести людей в заблуждение. Теперь, Артем, спасибо вам большое, что вы откликнулись на наше мероприятие. Вот. И по поручению председателя, нового председателя Совета Тейпов, вот, мне предоставили слово зачитать ваш адрес, благодарственное письмо от Совета Тейпов. Ну, вдвойне приятнее, что оно за номером 1 в этом новом году. Вот, ну, на этой приятной ноте мы хотели бы начать нашу работу. Сейчас зачитаю. Благодарственное письмо. Выражаем сердечную благодарность Артему Игоревичу Плата за деятельное участие в общественной жизни Ингушетии, за объективное освещение ситуации с правами и свободами человека и гражданина на территориях, незаконно отторгнутых от Ингушетии преступным сталинским режимом, за отстаивание и защиту прав репрессированных народов на восстановление законности и справедливости в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия и законом РСФСР от 26 апреля 1991 года о реабилитации репрессированных народов. Председатель Совета Тейпов Республики Магомед Плиев. Спасибо. Так, и еще, Артем, вот мы хотели, ты темой Ингушетии занимаешься, вот мы хотели тебе вот такой труд подарить. Да, написан известным ингушским политологом, общественным деятелем Якубом Патиевым. Тут не только рассказывается о личности, о событиях, которые связаны с Ингушетией. Спасибо большое. Ну и так.